Во Владикавказе начали подготовку к третьему межрегиональному радиофестивалю «Голос Кавказа». Уже сформирована рабочая группа, которая займется организацией форума. Он посвящен памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Ежегодно творческий конкурс проходит в разных городах, на этот раз жребий выпал Владикавказу. Около 50 радиостанций Северокавказского и Южного федеральных округов покажут свое мастерство в нескольких номинациях. Перед фестивалем пройдет круглый стол. Руководители радиокомпаний и журналисты расскажут о важности создания единого информационного пространства. Это одна из главных задач форума. Затем артисты из каждого региона представят свою республику на гала-концерте. Фестиваль пройдет осенью 2014 года, прием заявок продлится до 1 августа. Сегодня обсуждались больше такие административные какие-то вопросы по проведению. Обязательно будет наша радиостанция участвовать в этом конкурсе. Будем стараться участвовать во всех номинациях. Вот, конечно, обязательно. И для наших радиостанций это интересное очень мероприятие. И в общем, он в себе несет такую еще социальную нагрузку по дружбе народов, общению, межнациональным общением. Как уничтожить человека и даже целый народ без какого-либо физического воздействия? Эту тему обсуждал дискуссионный клуб. В литературной гостиной говорили о таком понятии, как soft power – мягкая сила. Мало кто знал, что кроме войны с применением оружия есть и другая, не менее разрушительная. А популярное в настоящее время понятие информационная война всего лишь одна грань так называемого soft power. Как объяснил политолог Алан Мамиев, с появлением ядерного оружия стало понятно, что классическая война может привести к немедленной гибели всего человечества. Возникла необходимость разработать другие способы губительного воздействия. Здесь работает принцип – высшая стадия военного искусства – победа без применения оружия. Эти сложные вещи нужно понимать. Без них, в принципе, невозможно выход ни из какого социального кризиса, в котором мы сейчас находимся. Потому что без идеологии, без некой концепции, без понимания, для чего нам вообще нужна наша страна или там наша республика, мы не можем ничего исправить. Потому что это очень глупо все сводить в экономическую плоскость. Что мы так плохо живем, потому что у нас то-то и то-то с экономикой. Это дело не в экономике. Как говорил профессор Преображенский, разруха она в головах. В рамках начала благотворительного марафона в Остинском театре проходит концерт под названием «Все вместе». В рамках начала благотворительного марафона в Остинском театре проходит концерт под названием «Все вместе. Взрослые и дети». Остинский театр, различные фонды, общественные организации, многие частные предприниматели приняли участие в подготовке к проведению праздника. В этот день любой желающий мог абсолютно бесплатно прийти на концерт, побывать на выставке картин юных художников и попробовать мороженое. На сцене выступили детские творческие коллективы «Премьера», «Сармат», «Школа Диалог», «Детский дом Хуротен», а также известные певцы и артисты республики. Акция продлится до 15 июля, а закончится грандиозным телерадиомарафоном звезд Остинской эстрады. Данное мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Добровольцы детям». Все собранные средства организаторы направят на оказание помощи больным детям. Как-то эта акция, она разрослась из маленькой в большую. У нас, оказывается, в республике очень много людей отзывчивых, готовых помочь, готовых прийти в любой ситуации на помощь. Это касается не только финансовых средств, но и сладости детям, воду, даже, самое элементарное такое маленькое внимание. Если ты в эту минуту можешь этому ребенку доставить радость, это великое счастье, это большая помощь на самом деле. Thank you.